сказал ему: «О посланник Аллаха, вот идет Хадиджа, и у нее в руках сосуд с едой и питьем. Когда она придет, ты передай ей приветствие от ее Господа и от меня, и обрадуй ее тем, что у нее будет дом из нанизанного жемчуга в раю, в котором не будет шума и утомления». Аллах обрадовал ее таким домом, потому что она никогда не поднимала голос на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она никогда не утомляла его и не принуждала трудностям. И мы должны следовать ей и уважать своих мужей. Для этого я хочу дать вам, дорогие сестры, практические советы. Кухонная одежда, запах лука и чеснока, растрепанные и неаккуратно завязанные волосы – все это нежелательно перед мужем. Не выходите из его дома без его разрешения. Не разрешайте никому входить в его дом без его согласия. Не держите желательный пост без его согласия. Воспитание детей и правильное их направление должно происходить лично в вашей комнате. Не спорьте между собой перед детьми. Если он гневается, не спорьте с ним, не настаивайте на продолжении спора. Наоборот, попытайтесь успокоить его хотя бы своим молчанием. Не требуйте от него того, что он не в силах сделать. Не обвиняйте его в скупости, даже если он является таковым. Удивляйте его едой, которая ему нравится, до его прихода. Найдите детям полезное занятие, чтобы они не шумели перед ним. Создайте дома такую обстановку, чтобы он мог успокоиться, отдохнуть. Наполните дом благовониями, красивыми запахами. Никогда не отказывайте мужу ни в одной просьбе до тех пор, пока в этих просьбах нет послушания Всевышнему Аллаху. Старайтесь в соответствующей обстановке приготовить еду до прихода своего мужа. Если вам не удается подать еду сразу после его прихода, то подайте что-то заменяющее, типа того, что подают гостям, и сами участвуйте с ним. Этим вы покажете заботу и уважение о нем. Говорите ему красивые слова, такие как «Да благословит тебя Аллах», «Да обрадует тебя Аллах добром», «Да сохранит тебя Аллах для нас» и так далее. Заботьтесь о его матери, звоните ей, постоянно посылайте ей приветствия и поздравления, подарки посылайте ей, навещайте ее часто и помогайте ей. Старайтесь узнавать, что ей нравится, что она любит. Постоянно напоминайте своему мужу, чтобы он почтительно относился к своим родителям и к своей семье. Так вот, если мы будем следовать всему тому, что было перечислено выше или более того, то это осчастливит наших мужей, и они будут также красиво поступать и с нашими семьями. И в конце хочется попросить Всевышнего Аллаха, просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал всех мусульманок покорными своим мужьям ради достижения его довольства и вознаграждения на этом и на том свете. Покорными до тех пор, пока не приказывают им ослушаться его. Будьте Хадиджей. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.